дорогие абитуриенты! Скоро вам предстоит сдать вступительные испытания по обществознанию. Ваша основная задача – показать хорошую обществоведческую подготовку и получить возможность поступить на выбранные специальности направленной подготовки нашего вуза. И данные рекомендации помогут вам в подготовке к экзамену. Сегодня я расскажу вам о том, каковы особенности проведения вступительного испытания, какие вопросы включает программа вступительного испытания. Также порекомендую, какую литературу вы можете использовать для подготовки к вступительному испытанию, а также разберем отдельные виды заданий. Итак, давайте посмотрим особенности проведения вступительного испытания. Экзамен проводится в форме тестирования. Результаты вступительного испытания оцениваются по 100-бальной шкале. Время, которое дается на выполнение заданий, составляет 60 минут. Количество заданий в тесте 30. Нужно выбрать только один правильный ответ. Если у студента нет возможности заново, у абитуриента нет возможности заново выполнить задание теста, если вы затрудняетесь с ответом на какое-либо задание, то вы можете его оставить и перейти на разбор другого задания. Главное, тест не завершать. Если вы завершите тест, то возможности вернуться обратно и выполнить те задания, которые вы не сделали, такой возможности не будет. Давайте мы с вами рассмотрим, какие же разделы включены в программу обществознания для подготовки поступающих к сдаче вступительного экзамена, испытания. Обществознание включает 5 разделов, и каждый раздел включает подразделы. Итак, первый раздел – это экономика. Включает такие подразделы, как экономика, экономическая наука, факторы производства и факторные доходы, экономические системы, рынок и рыночный механизм, спрос и предложение, постоянные и временные затраты, финансовые институты – это банковская система, основные источники финансирования бизнеса, ценные бумаги, рынок труда, безработица, виды инфляции, причины и последствия инфляции. Подраздел экономического роста и развития включает такой раздел, как роль государства в экономике, налоги, государственный бюджет, мировая экономика, рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина. Это был первый раздел «Экономика». Второй раздел – это «Человек и общество», раздел «Науки и философия». Подразделы следующие. Природные и общественные в человеке. Человек как результат биологической и социально-культурной эволюции. Мировоззрение, его виды и формы. Сюда относятся такие разделы, как виды знаний, понятия истины, ее критерии, мышление и деятельность, потребности и интересы, свобода и необходимость человеческой деятельности, свобода и ответственность, системное строение общества, элементы и подсистемы, основные институты общества, понятие культуры, формы разновидности культуры, наука, особенности научного мышления, естественные и социально-гуманитарные науки, образование, его значение для личности и общества, религия, виды религии, мировые религии, религиозные организации России, роль религии в жизни современного общества, взаимоотношения людей разного вероисповедания, религии, атеизм, гуманизм, искусство, мораль, понятие общественного прогресса, многовариантность общественного развития, типы обществ, угрозы 21 века, глобальные проблемы современности. Это был второй раздел. Дальше переходим к третьему разделу, который называется «Социальные отношения, социология». Подраздел «Социальная сертификация и мобильность» включает такие подразделы. Это социальные группы, молодежь как социальная группа, этнические общности, межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения, конституционные принципы основы национальной политики в Российской Федерации. Подраздел «Социальный конфликт», виды социальных норм
их признаки, сущность конфликта, причины конфликтов, участники конфликта, способы разрешения конфликта, роль конфликта в жизни человека и общества, социальные конфликты и общественное развитие, революция и эволюция, пути общественного развития, социальный контроль, отклоняющееся поведение и его типы. Подраздел «Социальная роль», социализация индивида, свобода и ответственность личности, семья и брак, виды семей, роль семьи в жизни человека, роль семьи в жизни современного общества, проблемы современной семьи. Далее, раздел 4 называется «Политика». Он включает следующие подразделы. Понятие власти и государства. Понятие государства, его функции, государство как политическая организация общества, признаки государства, легитимность власти, политика, основные направления государственной политики, формы организации государственной власти. Сюда включаются формы правления, формы государственного устройства, политические режимы. Нужно охарактеризовать типологии политических режимов, демократию, ее основные ценности и признаки, гражданское общество и государство. Далее, политическая система, политическая элита, понятие политической элиты, виды политических элит, критерии эффективности и деятельности политической элиты, политические партии и движения, понятия, виды, функции, политические лидеры, политический экстремизм и его последствия, пацифизм, политическая культура, средства массовой информации в политической системе. Избирательные кампании в Российской Федерации, избирательные системы и их характеристика. Сюда входят подразделы понятия, виды и особенности избирательных систем, стадии, этапы избирательного процесса в Российской Федерации. Политический процесс. Понятия, виды, субъекты политического процесса, политическое участие и политическое лидерство. Следующий раздел обществознания – это право. Это, наверное, самый объемный раздел в курсе обществознания, который включает в себя следующие подразделы. Право в системе социальных норм. Он включает в себя характеристику системы российского права, законотворческий процесс, понятия и виды юридической ответственности. Далее в раздел права включаются подразделы, включающие положение отдельных норм отраслей российского права. Это конституционное право, Конституция Российской Федерации, основы конституционного строя России, федеративное устройство Российской Федерации, конституционные права, свободы и обязанности, гражданство Российской Федерации, органы государственной власти Российской Федерации, правовой статус президента Российской Федерации, Федерального собрания, правительства Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о выборах, воинская обязанность, альтернативная гражданская служба, права и обязанности налогоплательщика. Далее, гражданское право, имущественные и неимущественные права, субъекты гражданского права, характеристики физических и юридических лиц как субъектов гражданского права, организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности, гражданско-правовая ответственность. Трудовое право включает подразделы правового статуса работника, работодателя, порядок приема на работу, порядок заключения и расторжения трудового договора. Семейное право включает правовое регулирование отношений супругов, порядок и условия заключения и расторжения брака, административное право, субъекты административного права, особенности административной юрисдикции, понятие административного правонарушения, его признаки, виды административных взысканий и порядок их применения. Права человека в экологическом праве, право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Международное право, международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Есть еще один подраздел раздела права, это процессуальное право. Эта отрасль права рассматривает, как защищаются нарушенные права и свободы граждан. Споры, порядок их рассмотрения, основные правила и принципы гражданского процесса, участники гражданского процесса,
Далее. Особенности уголовного процесса. Правила, принципы, участники. И есть отдельные вопросы, касающие правоохранительных органов. Понятие правоохранительных органов, система и полномочия, судебная система и ее особенности и структура. При подготовке к вступительному испытанию обратите внимание на то, как называются виды потребностей, сферы или подсистемы общественной жизни, формы чувственного рационального познания, методы научного познания, виды, типы культуры, типы обществ, факторы производства и факторные доходы, виды инфляции, типы безработицы, критерии социальной сертификации, подсистемы политической системы общества, типы политического лидерства. Надо иметь в виду, что обществознание – это учебный предмет с определенным понятийным аппаратом социально-гуманитарных наук, владение которым вы должны продемонстрировать на вступительном экзамене. Именно владение понятиями, а не умение подыскивать удачные синонимы, говорит о том, что вы владеете обществознанием, программой. Вот. Оговоримся сразу, что речь идет здесь не о тех случаях, когда в обществознании используется несколько разных названий одного объекта социальной действительности. Например, традиционная или патриархальная семья, идеальные или духовные потребности и тому подобное. Не следует подменять научные понятия бытовыми представлениями. Для успешного выполнения заданий теста нужно повторить такие темы, как налоги, понятие вида юридической ответственности, постоянные и временные затраты, финансовые институты, банковская система, истинные ее критерии, избирательные системы, политический процесс, основы конституционного строя России, органы судебной власти Российской Федерации, федеративное устройство Российской Федерации. Обращаем ваше внимание на то, что никто не требует от вас знаний всех российских нормативных правовых актов. Особенно это касается вопросов раздела права. Судя по программе, которую я вам только что озвучила, не нужно знать наизусть, например, раздел Трудового кодекса, Семейного кодекса, Уголовного кодекса, Гражданско-процессуального кодекса или Уголовно-процессуального права. Надо посмотреть только те разделы, которые охвачены программой вступительных испытаний по обществознанию. Итак, давайте мы с вами рассмотрим учебники из федерального перечня, которые помогут вам подготовиться к испытанию, к тесту и его успешно выполнить. Далее, во-первых, это учебники, изданные под руководством Боголюбова, Городецкой, Ивановой. Эти учебники переработаны под новую структуру курса обществознания. Изучать с 6 по 11 класс. Учебники этой линии отличают структурную и содержательную преемственность. Вот. Пожалуйста, там есть учебники и за 7, 8, 9, 10, 11 класс. Авторы Боголюбов, еще раз повторяю, Городецкая, Иванова. Вот. Выпущены в издательстве «Академ-книга» учебник и издательство «Просвещение». Дальше. Можно взять учебники по обществознанию за 8-9 класс авторов Корольковой и Коваль. Далее. Есть авторы, которые могу рекомендовать учебники, авторы Никитин и Никитина. Учебник по обществознанию издательства «Дрофа». Неплохие учебники есть авторов Соболева и Корсун под редакцией Бордовского. Учебник называется «Обществознание», охватывает раздел «Человек и общество», издательский центр Вентана Граф. Дальше. Учебники Соболевой, Чайки под редакцией Бордовского по обществознанию хорошо освещает раздел «Право в жизни человека, общества и государства». Это 8 класс, издательский центр Вентана Граф. Далее. Автор Насонова ИП под редакцией Бордовского.
учебник называется «Обществознание», он охватывает раздел экономики и называется «Экономика вокруг нас». То есть я вам хочу сказать, что есть учебник, который охватывает в целом все разделы курса обществознания. Существуют и учебники, которые рекомендованы Министерством просвещения Российской Федерации для преподавания курса обществознания в средней школе, которые раскрывают отдельный раздел обществознания, будь это экономика, право, например, или раздел философии. Дальше. Неплохо зарекомендовали себя учебник Котовой, Лесковой «Обществознание» за 8-9 класс. Издательство «Просвещение». Вот авторы этих учебников Котова и Лескова, они готовят вот федеральные измерительные материалы для основного государственного экзамена по обществознанию и единого госэкзамена за 11 класс. Петрунин, следующий учебник, Петрунин, Логунова и Рыбакова под редакцией Никонова. Учебник называется «Обществознание». Кстати, у автора Петрунина, автора этого учебника, есть пособие для поступающих в вузы по обществознанию. Далее, в последнее время рекомендованы такие учебники, это как авторов Пушкаревой, Судас и других под редакцией Никонова. То есть здесь не один автор пишет учебника, а их несколько. Учебники так и называются «Обществознание», изданные в издательстве «Русское слово» учебник. Дальше. Есть учебники, могу рекомендовать автора Лексин, Черногор под редакцией Никонова. Учебник называется «Обществознание». Далее. Есть учебники авторов Кудиной, Чурзиной, изданные в издательстве «Русское слово» учебник по обществознанию. Далее. Учебник есть и авторов Кравченко, Агафонов по обществознанию, издательства «Дрофа». Учебников достаточно много. Могу еще назвать авторов Гринберг, Королева, Соболева по обществознанию. Далее. Гаман Галудвина, Корсун Соболева. Это автор одного учебника по обществознанию за 9 класс. И авторы Сорвин, Богачев, Федоров. Обществознание тоже. Изданные в издательстве ООДРАФА. Вот. Дальше есть учебник, тоже переиздан Никитина по праву, где этот раздел изучается достаточно подробно. Учебник предназначен для школ, где право изучается как на базовом уровне и углубленном уровне за 10-11 класс. Дальше. Есть учебник Кравченко, Акчурина, Агафонова по обществознанию базовый уровень за 11 класс. Эти пособия хороши тем, что дают нужную информацию для подготовки к вступительному испытанию. Вот. Каждое новое издание радует своими изменениями. Вот. Конечно, есть отдельные нюансы, недостатки этих учебников, но представленному вашему вниманию учебники и учебные пособия последних лет, они помогут вам успешно пройти вступительные испытания. В каждом учебнике хороший методический аппарат, вопросы, задания, рубрика «Вспомним» в отдельных учебниках перед параграфом помогает актуализировать знания перехода к изучению новой темы. Огромное количество примеров из различных сфер общественной жизни, которые можно удачно использовать при решении заданий. После каждого параграфа может быть дополнительный текст, который дает не только новую информацию, выделены отдельные понятия и термины каждой темы. Таким образом, мы с вами рассмотрели программу испытаний. Кто у нас поступает после колледжа, раздел права и дисциплина, раздел права вы изучали.
достаточно подробно, когда проходили такие дисциплины правового характера. Назывались они по-разному, например, основы права, правоведение, правовой регулирование профессиональной деятельности. Но в некоторых колледжах раздела права нет, называется раздел обществознания, и поэтому все те разделы, которые мы с вами называли, и экономика, социальная сфера, человек и общество, раздел права, тоже изучали. Давайте мы с вами рассмотрим общие подходы к выполнению заданий. Их у нас немного, но кто готовился, например, к обществознанию сдавать ЕГЭ, там тестов теперь не предусмотрены. Вот. Допустим, вид задания – выбор утверждений из списка. В нем необходимо выбрать из списка, где содержат 4 положения, те позиции, которые соответствуют заданному условию. И верный вариант 1. Каков же алгоритм выполнения задания? Внимательно мы с вами читаем условия задания. Далее. Анализируем приведенные варианты. Дальше. Вспоминаем теорию и выбираем варианты, которые подходят к условию. И в случае затруднений действуем методом исключения. Ну и последний алгоритм действия – это записываем, указываем правильный ответ. Например, выберите из списка положения, которые относятся к этническим общностям. Цифру, по которой он дан, запишите в ответ. И вот даются варианты заданий. Горожане, москвичи, племена, сельчане. Для того, чтобы выполнить это задание, мы внимательно смотрим на задание. Нужно вспомнить, что означает этническая общность. Это понятие подразумевает совокупность людей, исторически сложившуюся на определенной территории и объединенную общими чертами языка, культуры, менталитета и исторической памяти. Исходя из этого, нетрудно определить, что горожане и москвичи не попадают под это определение, и сельчане, так как эти группы объединяют людей только по месту их проживания. А вот, например, племена – яркий пример этнической общности. Ну, могут быть в тесте, могут быть вместо понятия племен, могут быть народности и нации. Далее. Вот если мы возьмем раздел права, то там есть 2 вида заданий. Например, первое задание – выбор верных утверждений. Такое задание может быть затруднение, потому что могут достаться вопросы по содержанию отдельной статьи закона, по полномочиям органов государственной власти, по видам прав граждан Российской Федерации. Стоит сказать, что в заданиях попадаются вопросы, связанные с содержанием законов, содержанием Конституции, Трудового кодекса, Семейного кодекса. Но поэтому во время подготовки к экзамену эти соответствующие разделы нужно посмотреть. Я еще раз напоминаю, весь закон читать не нужно, а только то, что те разделы, те положения закона, которые относятся к разделам программы. Ну, например, Семейный кодекс открываем, смотрим там, например, условия вступления в брак, понятие брака, порядок заключения брака, порядок расторжения и личные имущественные права и обязанности супругов. Ну и тогда проблем с выполнением этого задания не возникает. Опять же, алгоритм выполнения заданий похож на предыдущее задание, которое мы с вами разбирали. Мы внимательно читаем условия задания, изучаем предложенные варианты и по очереди проверяем варианты из списка на соответствие условий и выбираем верные. Далее указываем правильный ответ. Дальше. Может быть, в разделе права задание на выбор положений. Вот в его условиях таких заданий несколько, они часто встречаются. В его условиях описаны некоторые ситуации, и задача экзаменующегося выбрать из предложенного списка то положение,
которое является верным, исходя из вопроса и опис ситуации. Сложность задания заключается в том, что для его верного выполнения необходимо правильно проанализировать ситуацию. Например, установить, к какой отрасли права относит описанный в ней проступок. А также сложность в том, что в ней освещаются достаточно узкие темы, например, особенности правового статуса несовершеннолетних. Конечно, поэтому сделать задание без хорошего знания теории будет достаточно сложно, но я скажу, что задания немножко упрощены, конечно. Вот. Допустим, автомеханик Сергей нашел новую работу по своей специальности. Для того, чтобы заключить трудовой договор, он принес трудовую книжку и документы воинского учета. Что еще он должен предъявить работодателю в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации? Нужно занести в ответ цифры верных ответов. Но такие задания, как, например, варианты ответов данных: паспорт, водительское удостоверение, страховое свидетельство, диплом о профильном образовании. Документы, которые необходимо предъявить при заключении трудового договора, перечислены в статье 65 Трудового кодекса Российской Федерации. К ним относятся паспорт, трудовая книжка, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, документы воинского учета, документ об образовании. А вот выписку из финансового лицевого счета предъявлять работодателю не обязательно. Не обязательно. Далее. Но может быть такой вариант, который связан с выбором положений и который предполагает знание основных положений отраслей российского права. Давайте возьмем задание по наследственному праву. Задание такое. У гражданина Михайлова есть жена и сын, но он решил оставить все свое имущество в наследство внучке. При каких условиях она может стать единственной наследницей? Занесите в ответ цифру верных вариантов. Предложенные варианты следующие. Первое. Наличие нотариально заверенного завещания Михайлова. Второе. Внучка гражданина Михайлова учится на 2-м курсе университета. Третий вариант. Гражданин Михайлов раньше не составлял завещание в пользу других лиц. Далее, 4-й вариант. Внучка гражданина Михайлова ухаживала за ним, когда он был болен. Также действуем по алгоритму. Читаем, описываем ситуацию и условия задания. Изучаем приведенные варианты ответов. Ищем из них верный. Проверяем каждый по очереди. Указываем верный ответ. Итак, первый вариант ответа. Наличие нотариального заверенного завещания Михайлова. При наличии нотариально заверенного завещания гражданин может завещать свое имущество любому человеку, однако ряд лиц в любом случае имеет право на обязательную долю наследства и могут получить свою долю вне зависимости от завещания. Это несовершеннолетние и нетрудоспособные дети, родители и супруг. Но в данном случае первое положение верно, потому что в случае наличия завещания, если внучка указана, она получит свою долю, получит имущество. Второе. Внучка гражданина Михайлова учится на 2-м курсе университета. Неверно, потому что деятельность внучки не имеет значения при определении наследника. Третье. Гражданин Михайлов раньше не составлял завещание в пользу других лиц. Тоже неверно, это не играет роли. Четвертое также не подходит, потому что при решении вопроса о наследовании это не будет учитываться. Таким образом, мы с вами выбрали только вот наиболее сложные задания. Вот. Но в основном как раз задания с 2-3 вариантами заданий будут. Вот. И я постаралась осветить все разделы, указать литературу, необходимую для подготовки. А теперь перейдем к вопросам, которые у вас могут возникнуть при выполнении теста.
Творческих заданий. Ребята, вот я читаю по чату, спрашивают вопросы, будут ли творческие задания. Творческих заданий нет, только тесты с одним правильным ответом. Максимальное количество баллов 100 баллов. Вот. Минимальное количество баллов определяет ВУЗ. Ну, максимальное, минимальное было где-то 51 балл, максимальные 100 баллов, но там за каждое количество ответов дается определенное количество процентов баллов. Например, 30 баллов это 100%, 29 столько и так далее. Так, сколько всего будет вопрос, какой формат вопроса? Я уже, это, наверное, наши абитуриенты подключались попозже, в начале консультации об этом говорила. Вот. Так, всего вопросов 30. Выбираем один правильный ответ. 60 минут на выполнение задания. 60 минут. Один правильный ответ. Пожалуйста, прошу вас правильно прочитать задание и варианты ответов. Вот. Особенно по праву, потому что абитуриент иногда выбирает задание, которые, вот тот ответ, который вот он рассуждает жизненным опытом. Вот. Но бывает так, что ситуации законом разрешаются совершенно по-другому, а не так, как мы с вами наблюдаем. Вот как это установлено в законе, так и должна эта ситуация разрешаться. Да, в каждом вопросе один ответ. Задачи, ребята, несложные. В курсе обществознания там задачи достаточно сложные, а здесь нет, упрощены они. Один вариант ответа. За 1 час вообще реально решить этот тест, потому что условия проведения теста по обществознанию за много лет мы не меняли. Реально решить. Да, просто подготовка материала, подготовка программа, конечно, большая, но главное, вам ничего не нужно волноваться, спокойно читать задания и делать. Других вопросов я в чате не вижу. Ребята, если есть у вас вопросы, пожалуйста, вы можете писать мне по WhatsApp, Если вопросов больше не будет, мы можем завершить. Но запишите, пожалуйста, мой телефон. Вы можете по WhatsApp мне задать. 937 861 3585. Хайруллина Гузель Хасановна. Но время у нас установлено расписание. Вот, с 9 до 15 на выполнение задания 1 час 60 минут, 30 заданий. Дальше, все учебники, которые вы рекомендовали, вы можете и в интернете, ребята, все скачать. И они тоже в продаже имеются в Уфе, в магазине «Планета». Вот. Знания. Ну и в сельской местности вы тоже их можете найти. Можно выбрать один. Например, вот Боголюбовский, он как раз все вопросы раздела с 6 по 11 класс. Да, вы не подумайте, что и 6 класс, везде 11, 6 по 11 класс, все учебники надо прочитать. Просто в старших классах те разделы, которые даются в 6 классе, в 7, они повторяются. В принципе, где-то, ребята, читая вопрос, вы можете руководствоваться логикой. Телефон, пожалуйста, 937
861, 35, 85, 937, 861, 35, 85. Так, во сколько будет длиться прохождение теста для каждого абитуриента? Арбузкин тоже подойдет. Дальше тест для каждого абитуриента. Установлено расписанием, оно на сайте приемной комиссии. Первый тест, если не ошибаюсь, 25 числа, начало экзамена, там тоже есть. Вот отвечаю. Арбузкин подойдет. Если вопросов не будет, уважаемые абитуриенты, желаем вам успехов.